В Владикавказе работает Центр развития народных художественных промыслов. Посетители знакомят с богатой историей и культурой Осетии. Там тысячи изделий и каждая ручной работы. Но это далеко не все возможности. Например, можно попробовать себя в гончарном ремесле, обучиться древней технологии войлоковаляния, росписи керамики, шить традиционную косынку. За 4 года Центр посетили тысячи туристов со всей страны. Невероятной атмосферой насладилась моя коллега Тамила Акцоева. Более 3000 изделий ручной работы с национальным колоритом. Здесь можно глубже познакомиться с культурой и традициями остинского народа. А еще обучиться азам гончарного ремесла, войлоковаляния, росписи керамики и многому другому. Эти мастер-классы очень интересны гостям. Они с удовольствием в них участвуют, увозят с собой небольшие сувениры, которые они сами же своими руками здесь изготавливают. Подобные мероприятия у нас запланированы до конца года для гостей нашей республики. Центр народного художественного промысла открыли 4 года назад. За относительно короткий срок он набрал популярность. Здесь проводят десятки мероприятий. Каждую пятницу приезжают туристы со всей России. В Осетии я побывал достаточно недолго, я приехал только сегодня днем, но уже получил большие впечатления от местной кухни, от местных традиций, увлечений. Это очень интересно. Сюда я попал с большим удовольствием. Чем мы здесь занимаемся, прям приносит большое удовольствие. Это очень интересно, очень увлекательно и достаточно красиво. Посетителям доступны уникальные предметы искусства. Например, оригинальное произведение современных скульпторов, изделия из слоновой кости, огнестрельное оружие 18 века. А здесь изделия из бивня мамонта. Например, это дьявольский шар. Такое зловещее название получил из-за невероятно кропотливой и сложной работы. Китайские мастера работали над ним больше 30 лет. Внутри 28 маленьких шариков, которые вращаются независимо друг от друга. А еще здесь можно провести фотосессию или научиться танцевать остинские танцы. Отзывы и впечатления у людей только хорошие, говорят сотрудники центра. По нашему опыту мы можем сказать, что туристы, которые приезжают сюда, они приезжают второй раз. Это не важно, месяц, год, сколько пройдет время, они возвращаются к нам и говорят: мы у вас были, мы к вам вернулись, и мы не хотим уходить. Центр сотрудничает с гидами республики. Планирует набирать обороты и увеличивать количество мероприятий. Главное, чтобы все посетители центра оставались довольны. Тамила Акцоева, Давид Бетиев, Новости Осетии.